России внедрены новшества в проведении врачебно-военной экспертизы. Давайте об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Арсланбек Муталипов, начальник Центра военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата Республики Башкортостан. Арсланбек Гасанбекович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы с вами сегодня обсуждаем, что есть определенные новшества, которые введены в саму процедуру проведения военно-врачебной экспертизы. Поправьте меня, если я не права. Вы правы, но сказал бы по-другому, не новшество, а военным комиссариатом 20 субъектов Российской Федерации, где отсутствует военное лечебное учреждение, вменение обязанность освидетельствовать военнослужащих. Ранее эта обязанность военных комиссариатов, комиссии военных комиссариатов, они не входили в нашу функцию. Но в связи с тем, что очень много военнослужащих прибывает у нас в отпуск по болезни. Именно этих военнослужащих будем мы освидетельствовать. Прибывает очень много раненых, которые нуждаются в лечении. И, соответственно, были указания даны, директивным указанием первого заместителя министра обороны 16 мая об организации данной работы. Мы с 27 мая эту работу, соответственно, уже проводим, осуществляем. Поэтому могу сказать, что работа вот добавилась, но она стала для меня интересной, потому что и ранее по молодости этой работой занимался. Какие, значит, категории годности мы можем вынести данным лицам? Это категория В, ограниченно годен к военной службе, по тем нозологим болезням, которые они получили, там увечья, заболевания. Категория Д, негоден к военной службе, с исключением воинского учета. Именно касающийся военнослужащих по контракту. Категория А и Б, это значит А годен к военной службе и Б годен к военной службе с незначительными ограничениями. И мы освидетельствование не проводим, так как они, как военнослужащие, признаются годными к военной службе, поэтому и необходимости в этом нет. Арсланбек Гасанбекович, расскажите, какие документы необходимы для того, чтобы пройти медицинское освидетельствование? В первую очередь, медицинское освидетельство, они же прибывают по всей нашей республике. Первый документ, который они должны получить от военного комиссара муниципального образования или городского округа, это предписание на имя военного комиссара республики. С этим предписанием на проведение военно-врачебной экспертизы или проведение им лечения они направляют мой адрес, и, соответственно, оформление документов происходит в нашей организации, в нашей структурном подразделении военного комиссариата. Поэтому это основной документ. С военнослужащим обязательно должен быть военный билет, что он военнослужащий, то есть удостоверяющий личность как военнослужащего, и отпуск, отпускной билет с пометкой «Отпуск по болезни». Вот такие документы должны они мне представить. И, соответственно, с ними всегда сопровождают все лица, которые были ранены. Они все до единого проходили в военно-лечебных учреждениях лечение, соответственно, выписной эпикриз или заключение военно-врачебной экспертизы. Еще этим же военнослужащим мы выдаем, есть такая категория, Г, категория годности военной службы, это предоставление отпуск по болезни до 30 суток. Мы можем, на нас возложили такую обязанность, и освобождение от исполнения обязанностей военной службы полной по 15 дней, также до 30 суток. Вот такие у нас новшества, которые действительно введены нам. Арсланбек Гасанбекович, а какие специалисты, какие врачи осматривают во время прохождения военно-врачебной экспертизы, я извиняюсь, что перебил вас, у нас согласно постановлению 565 об утверждении военно-врачебной экспертизы предусматривает 7 врачей. В данном конкретном случае освидетельствовании военнослужащего участвует 5 врачей-специалистов. Это врач-хирург, врач-невролог, врач-отоларинголог, врач-окулист и врач-терапевт. Вот именно это 5 врачей участвуют в проведении военно-врачебной экспертизы.
Без каких сведений военнослужащие не будут допускаться к экспертизе? Именно без удостоверяющей личности его и также отпускной билет, что он именно находится в республике в отпуск по болезни. То есть это основные документы, которые я рассматриваю, которые, соответственно, определяют его статус в данный момент. Давайте еще раз проговорим, вот на каких основаниях военнослужащий может быть направлен для прохождения военно-врачебной экспертизы. Военнослужащий только именно имеющий отпускной билет с пометкой в отпускном билете отпуск по болезни. Его военный билет, удостоверяющий личность как военнослужащего, выпускной эпикрест. Там и далее есть бумаги, которые, документы имеются в виду, выдающие военнослужащим при выписке из госпиталя. Это заключение военно-врачебной комиссии о том, что военно-врачебная комиссия выдает ему отпуск по болезни. Отпуск по болезни военнослужащий может получить от 30 до 60 суток. То есть эти документы, они у них всегда есть, присутствуют, я каждый день их смотрю. Вот и именно эти документы нужны. Арсланбек Гасанбекович, а вот военно-врачебная экспертиза – это часть военного комиссариата Республики Башкортостан. А где проводят обследование? Куда нужно обращаться? Перед любой военно-врачебной экспертизой военнослужащий обязан пройти определенные обследования. Соответственно, мы как экспертная организация, у нас как таковых ни лаборатории, ни инструментальные методы обследования мы не можем проводить. Почему? Потому что у нас их и нет. Военно-медицинским управлением округа заключен государственный контракт нашим лечебным учреждением, госпиталем ветеранов войн, по организации данного обследования и в том числе и лечения. Когда мы их направляем, есть лица, которые у них, может быть, и нету возможности обследования, но все равно мы к ним направляем, ставим вопрос, задачу, что нам нужно для проведения той или иной экспертизы, проведения экспертизы, какое обследование. Соответственно, они это все по всей республике, у нас по всем лечебным учреждениям нашего города, столицы, соответственно, направляют они непосредственно уже сами. В последующем оплата. Это идет, соответственно, за затраты данных и обследований, а лечение военнослужащих компенсирует Министерство обороны. Это Министерство здравоохранения нашей республики. Вот такие новшества еще. А если военнослужащий заболел уже вот находясь в отпуске, как быть? Человек, конечно, свойственно человеку любому заболеть. Согласно федерального закона, у нас имеется федеральный закон о статусе военнослужащих номер 76/98 года. Там определяет порядок, 16 статья данного федерального закона, как необходимо и при каких условиях должны принимать военнослужащих лечебным учреждениям нашей республики, не то что нашей республики, по всей территории Российской Федерации. То есть они, если есть показания обострения хронического заболевания или возникшее острое заболевание, например, тоже острый аппендицит, как может человек не принят на лечение и не провести операции? Если ему не проведут, соответственно, это летальный исход. Поэтому лечебные учреждения, соответственно, должны ответственно относиться к этой проблеме. Может, многие не знают данный закон. Мы вот 28 числа проводим круглый стол именно с Министерством здравоохранения, касающийся вопроса урегулирования данных и вопросов по лечению военнослужащих. То есть вот такие вот вопросы появляются, если возникает острая ситуация, то военнослужащие вправе обратиться. Вправе обратиться и не имеют права отказать ему в лечении.
А в любом регионе, я имею в виду сейчас, вот, ну, если вдруг военнослужащий выехал в соседний регион, не в Башкортостан, в любом же лечебном В учреждении? любом лечебном учреждении по месту пребывания военнослужащего его обязаны и должны принять согласно данного закона федерального. Арсланбек Гасанбекович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали об этих новшествах, которые вы сказали, что эта работа вам, конечно, прибавила, но вам работа стала интереснее. Интересные, да. Спасибо. И вам спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.